Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем нашу тему «Стратегия машинного обучения». Напомним 6 шагов по созданию вашего следующего проекта. Первое. Определение задачи. Какую бизнес-проблему вы пытаетесь решить? Как это можно сформулировать в виде задачи машинного обучения? Второе. Данные. Какие данные у вас есть? Как это соответствует определению задачи? Данные структурированные или нет? Данные статические или потоковые? Третье. Оценка. Что определяет успех? Достаточно ли хороша модель машинного обучения с точностью 95%? Четвертое. Особенности. Какие части данных будут использованы для модели? Как может то, что уже известно, повлиять на это? Пятое. Моделирование. Какую модель выбрать? Какую вы можете улучшить модель? Как вы сравниваете это с другими моделями? Шестое. Эксперименты. Что еще можно попробовать? Развернутая модель работает так, как ожидалось. Как другие шаги меняются в зависимости от того, что вы обнаружили? В продолжении нашего примера следующий шаг. Оценка. Что определяет успех? Достаточно ли хороша модель машинного обучения с точностью 95%? Допустим, вы определили задачу своего бизнеса в терминах машинного обучения, и у вас есть данные. Теперь нужно выяснить, что определяет успех. Существуют различные метрики оценки для задач классификации, регрессии и рекомендаций. Какую из них вы выберете, будет зависеть от вашей цели. Перефразируем. Чтобы этот проект был успешным, модель должна быть точной более чем на 95% в том, что кто-то виноват в аварии или нет. Модель с точностью 95% может показаться довольно хорошей для предсказания виноватого в страховом иске. Но для прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний вы, вероятно, захотите более точных результатов. Есть и другие вещи, которые нужно принять во внимание при классификации задач. Ложное отрицательное срабатывание. Эта модель прогнозирует отрицательный вариант, а на самом деле он положительный. В некоторых случаях, таких как прогнозирование спама в электронной почте, ложные срабатывания не так уж и страшны. Но будет гораздо хуже, если система компьютерного зрения для автомобилей с автопилотом не распознает пешехода, когда на самом деле он есть. Ложное положительное срабатывание. Модель предсказывает положительный вариант, а на самом деле он отрицательный. Если человеку предскажут болезнь сердца, от которой он на самом деле не страдает, может показаться не таким уж страшным. Лучше перестраховаться, верно? Нет, если это отрицательно влияет на образ жизни человека или устанавливает для него план лечения, в котором он не нуждается. Истинное отрицательное срабатывание. Модель прогнозирует отрицательный вариант, который на самом деле таковым и является. Это хорошо. Истинное положительное срабатывание. Модель предсказывает положительный вариант, который на самом деле таковым и является. Это тоже хорошо. Точность. Какая доля положительных прогнозов была правильной? Модель, которая не дает ложных срабатываний, имеет точность 1. Полнота. Какая доля фактических положительных вариантов была предсказана правильно? Модель, которая не дает ложных отрицательных вариантов, имеет отзыв 1. Оценка F1. Сочетание точности и полноты. Чем ближе к единице, тем лучше. Кривая рабочих характеристик приемника и площадь под этой кривой – кривая ROC. Представляет собой график, сравнивающий соотношение истинных положительных и ложных положительных вариантов. Метрика AUC – это площадь под кривой ROC, модель, чьи прогнозы на 100% неверны, имеет AUC 0, а модель, чьи прогнозы являются 100% правильными, имеет AUC единицу.
Для задач регрессии, где необходимо предсказать число, допустим, если вы хотите минимизировать разницу между тем, что предсказывает ваша модель, и тем, что является фактическим значением. Если вы пытаетесь предсказать цену, по которой дом будет продаваться, вы захотите, чтобы ваша модель максимально приблизилась к фактической цене. Для этого используйте MAE или RMSE. Средняя абсолютная ошибка MAE – это средняя разница между предсказаниями в вашей модели и фактическими числами. Среднеквадратичная ошибка RMSE – это квадратный корень из среднего квадрата в разности между предсказаниями в вашей модели и фактическими числами. Используйте RMSE, если хотите, чтобы большие ошибки были более значительными. Например, иметь предсказание о продаже дома по цене $300 тысяч вместо $200 тысяч и быть лишенным $100 тысяч более чем вдвое хуже потери $50 тысяч. Проблемы с рекомендациями сложнее проверить экспериментально. Один из способов сделать это – взять часть ваших данных и спрятать их. Когда ваша модель построена, используйте ее, чтобы предсказать рекомендации для скрытых данных и посмотреть, как они выстраиваются. Допустим, вы пытаетесь рекомендовать покупателям продукты в своем интернет-магазине. У вас есть архивные данные о покупках за 2010-2019 годы. Вы можете построить модель на основе данных за 2010-2018 годы, а затем использовать ее для прогнозирования покупок в 2019 году. Тогда это становится проблемой классификации, потому что вы пытаетесь определить, может ли кто-то купить что-либо. Однако традиционные метрики классификации не лучший вариант для задач с рекомендациями. Точность и полнота не имеют понятия порядка. Если ваша модель машинного обучения вернула список из 10 рекомендаций, которые будут показаны клиенту на вашем веб-сайте, вы бы хотели, чтобы лучшие из них отображались первыми, верно? Точность до К – то же, что и обычная точность, однако вы выбираете отсечение К вариантов. Например, точность 5 означает, что вам важны только 5 лучших рекомендаций. У вас может быть 10 тысяч продуктов, но вы можете рекомендовать их всем своим клиентам. Для начала у вас может не быть точной цифры для каждого из них, но зная, на какие метрики вы должны обращать внимание, вы получите представление о том, как оценить ваш проект машинного обучения. Шаг 5. Моделирование. Какую модель выбрать, как вы можете улучшить ее, как вы сравниваете ее с другими моделями. После того, как вы определили задачу, подготовили данные, критерии оценки и характеристики, можно начинать моделировать. Моделирование делится на 3 части: выбор модели, улучшение модели и сравнение ее с другими. Выбор модели. При выборе модели вы должны принять во внимание следующее: интерпретируемость и простота отладки, объем данных, ограничения на обучение и прогнозирование. Интерпретируемость и простота отладки. Почему модель приняла решение, которое она приняла? Как исправить ошибки? Количество данных. Сколько данных у вас есть? Изменится ли их количество? Ограничения в обучении и прогнозировании. Это связано с вышеизложенным. Сколько времени и ресурсов у вас есть для обучения и прогнозирования. Чтобы решить эти проблемы, начните с простого. Сделать свою модель идеальной – заманчивая цель. Но если для обучения требуется в 10 раз больше вычислительных ресурсов, в 5 раз больше времени прогнозирования, а показатель оценки увеличится на 2%, это будет не лучшее решение.
Линейные модели, такие как логистическая регрессия, обычно легче интерпретировать. Они очень быстро обучаются и прогнозируются быстрее, чем более глубокие модели, такие как нейронные сети. Но, скорее всего, ваши данные взяты из реального мира. Данные из реального мира не всегда линейны. Ну и что делать в таком случае? Наборы деревьев решений и алгоритмов повышения градиента – модные слова, определения, которые пока не важны. Обычно лучше всего работают со структурированными данными, такими как таблицы Excel и датафреймы. Обратите внимание на случайные леса XGBoost и CatBoost. Глубокие модели, такие как нейронные сети, обычно лучше всего работают с неструктурированными данными, вроде изображений, аудиофайлов и текстов на естественном языке. Тем не менее, компромисс заключается в том, что они обычно дольше обучаются, их сложнее отлаживать, и прогнозирование занимает больше времени. Но это не значит, что вы не должны их использовать. Трансферное обучение – это подход, который использует преимущества глубоких и линейных моделей. При трансферном обучении берется предварительно обученная глубокая модель и шаблоны, которые она изучила, используются в качестве входных данных для вашей линейной модели. Это значительно экономит время настройки и позволяет вам экспериментировать быстрее. Где можно найти предварительно обученные модели? Такие модели доступны в PyTorch Hub, TensorFlow Hub, Model Zoo и FastAI Framework. Это хорошие ресурсы, которые стоит посмотреть перед созданием вашего прототипа. Что насчет других видов моделей? Для создания прототипа вам вряд ли когда-нибудь понадобится создавать собственную модель машинного обучения. Люди уже написали код для них. Вам нужно сосредоточиться на подготовке ваших входных и выходных данных таким образом, чтобы их можно было использовать с существующей моделью. Это означает, что ваши данные и метки должны быть строго определены, а вы должны понимать, какую задачу вы пытаетесь решить. Настройка и улучшение модели. Первые результаты модели не являются финальными. Как и в случае с тюнингом автомобиля, модели машинного обучения можно настраивать для повышения производительности. Настройка модели включает изменение гиперпараметров вроде скорости обучения или оптимизатора. Или специфические для модели архитектурные факторы, такие как количество деревьев для случайных лесов и количество и тип слоев для нейронных сетей. Раньше приходилось настраивать их вручную, но они все больше автоматизируются и должны быть автоматизированными везде, где это возможно. Использование предварительно обученной через трансферное обучение модели часто дает дополнительное преимущество всех этих шагов. Приоритетами для настройки и улучшения моделей должны быть воспроизводимость и эффективность. Кто-то должен быть в состоянии воспроизвести шаги, которые вы предприняли для повышения производительности. И поскольку вашим главным узким местом будет время обучения модели, а не новые идеи для улучшения, ваши усилия должны быть направлены на повышение эффективности. Шаг 6. Эксперименты. Что еще можно попробовать? Как другие шаги меняются в зависимости от того, что вы обнаружили? Развернутая модель работает так, как вы ожидали? Этот шаг включает в себя все остальные шаги. Поскольку машинное обучение – это итеративный процесс, вам нужно убедиться, что ваши эксперименты эффективны. Ваша главная цель – свести к минимуму время между автономными экспериментами и онлайн-экспериментами. Автономные эксперименты – это шаги, которые вы предпринимаете, когда ваш проект еще не ориентирован на клиента. Онлайн-эксперименты проводят, когда ваша модель машинного обучения находится в продакшене. Все эксперименты должны проводиться на разных участках данных. Набор данных для обучения.
Используйте этот набор для обучения модели, рекомендуемый объем 70-80% ваших данных. Набор данных проверки и разработки. Используйте этот набор для настройки модели, рекомендуемый объем 10-15% ваших данных. Набор тестовых данных. Используйте этот набор для тестирования и сравнения моделей, рекомендуемый объем 10-15% ваших данных. Эти соотношения могут незначительно колебаться в зависимости от вашей задачи и имеющихся данных. Низкая производительность по данным обучения означает, что модель не изучена должным образом. Попробуйте другую модель, улучшите существующую, соберите больше данных или соберите более подходящие данные. Низкая производительность на тестовых данных означает, что ваша модель плохо обобщается. Ваша модель переобучилась на данных для обучения. Используйте более простую модель или соберите больше данных. Плохая производительность после развертывания в реальном мире означает, что существует разница между тем, на чем вы обучали и тестировали свою модель, и тем, что происходит на практике. Повторите шаги 1 и 2. Убедитесь, что ваши данные совпадают с задачей, которую вы пытаетесь решить. Когда вы реализуете большие экспериментальные изменения, документируйте, что и почему. Как и при настройке модели, помните, что любой человек, в том числе и вы, в будущем должен иметь возможность воспроизвести то, что вы сделали. Это означает регулярное сохранение обновленных моделей и наборов данных. Подведем итоги. Многие компании заинтересованы в машинном обучении, но не знают, с чего начать. Одна из лучших возможностей начать – построить прототип, основываясь на описанных здесь 6 шагах. Прототип следует рассматривать не как нечто, что принципиально изменит работу вашего бизнеса, а скорее как исследование того, может ли машинное обучение повысить ценность вашего бизнеса. Поставьте себе временные рамки для создания прототипа. 2, 6 и 12 недель хорошо подходят в качестве рамок. С подходящими данными хороший специалист по машинному обучению и науке о данных может получить 80-90% окончательных результатов моделирования в относительно короткие сроки. Пусть ваши эксперты предметной области, инженеры машинного обучения и ученые данных работают сообща. Нет ничего хуже, чем инженер по машинному обучению, создающий отличную модель, которая моделирует не то, что нужно. Если веб-дизайнер может улучшить макет интернет-магазина, чтобы помочь в эксперименте по машинному обучению, заказчику стоит это знать. Помните, что из-за природы прототипов может оказаться, что машинное обучение не может помочь вашему бизнесу, хотя это и маловероятно. Как менеджер проекта убедитесь, что вы знаете об этом. Если вы инженер по машинному обучению или специалист по данным, будьте готовы принять факт, что ваши выводы ни к чему не приведут. Но еще не все потеряно. Ценность чего-то не сработавшего заключается в том, что теперь вы знаете, что именно не работает, и можете направить свои усилия в другое русло. Вот почему полезно устанавливать временные рамки для экспериментов. Времени всегда не хватает, но дедлайны творят чудеса. Если прототип машинного обучения оказался удачным, сделайте следующий шаг. Если нет, сделайте шаг назад. Быстрее обучаться на практике, чем в теории. Но есть некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание. Дело всегда в данных. Без хороших данных вам не поможет ни одна модель машинного обучения. Если вы хотите использовать машинное обучение в своем бизнесе, оно начинается с хорошего сбора данных. Развертывание меняет все. Хорошая модель в автономном режиме не всегда означает хорошую модель онлайн.
После развертывания модели появляется управление инфраструктурой, проверка данных, переподготовка моделей, анализ и многое другое. У любого облачного провайдера есть услуги для этого, но объединить их все еще темное искусство. Хорошо платите своим инженерам. Если вы инженер данных, поделитесь тем, что вы знаете. Сбор данных и развертывание модели – самые длинные этапы конвейера машинного обучения. На этом уроке мы сосредоточились только на моделировании, но упустили информацию о том, как подготовить данные к моделированию. Инструменты меняются. Машинное обучение – это большой инструмент, состоящий из множества других инструментов, от библиотек кода и фреймворков до различных архитектур развертывания. Обычно есть несколько разных способов сделать одну и ту же работу. Лучшее решение – постоянно меняться. И на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Увидимся на следующих уроках. Спасибо большое за внимание.